Итак, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Сегодня у нас тема 8 марта, не праздник для чеченцев. Связано это с тем, что 8 марта был выслан с родины, депортирован братский кавказский народ, балкарцы. Это так же, как для чеченцев 23 февраля, не день советской армии, не праздник вовсе, а день геноцида, также и международный женский праздник 8 марта сопряжен для балкарцев, для кавказского народа с тем, что это дата геноцида над этим народом. Это первый повод. Второй повод то, что в этот день погиб третий президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов. О нем мы поговорим подробнее. Также в этот день, год назад, не стало нашего известного историка Хасана Бакаева. Об этом мы тоже поговорим. И так случилось, что эта дата также сопряжена с горем моей семьи. У меня средний брат Хасбулат, он погиб при сражении за Саад-и-Хотор с ночи 7 на 8 марта 2000 года. Это известное сражение в Чечне, где трагическое событие для чеченского народа. То есть для меня лично, для моей семьи, для чеченского народа, для братского балкарского народа это трагическая дата, а не праздник. Вот с чем связана сегодня вот такая тема. Об Аслане Масхадове, я думаю, говорить о том, что его гибель – это для нас трагическая дата, почему это, никакого смысла нет раскрывать именно этот аспект. Я хотел бы сказать, что удивляет логика русских, которые приурачивают какие-то события к определенным своим праздникам. Это какая-то эзотерия, это какой-то сатанизм, это какой-то символизм непонятный. Мы помним, что штурм Грозного также был приурочен к дню рождения Грачева. Там были другие какие-то события во время войн в Чечне, когда приурачивались определенные события, взятия Грозного или какого-то очередного важного рубежа к дням рождения высокопоставленных чиновников России, а то и президентов, или же к каким-то международным праздникам. Это давно уже отмеченный факт, это тоже ничего в этом нового нет. Аслан Масхадов, он был начальником штаба во время Первой войны, и в то время, когда президент Джохар Дудаев старался всеми методами найти дипломатические методы, чтобы остановить убийство чеченского народа, и также, конечно же, им предпринимались какие-то стратегические решения по поводу того, чтобы, сейчас, извиняюсь, надо будет выключить звук. То есть Аслан Масхадов в этот период, во время Первой российско-чеченской войны, вся тяжесть военного планирования ложилась исключительно на его плечи. Это уникальная личность, и это достойнейший сын чеченского народа, который на века останется в его памяти. И сегодня, в день его героической гибели, хотелось бы отметить, что он остался в истории не только как президент, третий президент Чеченской республики Ичкерия, на период правления которого пришлось самое сложное, это послевоенная разруха, это дезориентация, это оговор самого чеченского народа, это шельмование чеченского народа. То есть период его правления был очень сложным. И пришлась Вторая война, которая началась с очернения чеченского народа. И все это ему пришлось выдерживать и на дипломатическом, и на военном уровне. Но помимо этого он остался в памяти чеченского народа как воин, так как в Первую войну он возглавлял генеральный штаб, и практически все операции, все основные сражения проводились, планировались под его командованием. Вот что хотелось бы отметить.
И следующий Хасан Бакаев, о нем хотелось бы тоже как бы сказать чуть побольше, потому что в чеченском народе Хасан известен как историк, но в мире он не так известен, да, как Аслан Масхадов, но тем не менее для новейшей истории Чечни Хасан Бакаев также является ключевой фигурой для чеченцев и для новейшей истории чеченского народа. Атака на чеченцев велась не только вот физически, через войны, через депортации, но и морально. И цель российского государства всегда была стереть память о чеченском народе. Стереть не только у мира, у граждан мира, а также у самих чеченцев стереть память о самих себе, чтобы этот народ стал манкуртами, который не помнит себя, не знает себя. И Хасан Бакаев – это один из тех первых историков, сложный период, когда в советское время сама история была под запретом. Это тот историк, который популяризировал историю. Есть много у нас докторов наук, кандидатов наук, историков, да, по истории. У них есть замечательные работы, все они хороши, о всех них можно сказать только хорошие, но именно на плечи Хасана легло, то есть сама судьба выбрала этого человека для того, чтобы он стал популяризатором истории среди чеченского народа. Он писал в популярном стиле, хотя он владел замечательно всеми академическими, всем набором академического инструментария по истории, прекрасно владел источниками, методами, тем не менее он себя посвятил именно популяризации. Этим, мне кажется, он и запомнится чеченскому народу, и останется в его памяти. Это очень важно, потому что книги хороши, научные книги хороши, когда есть состоявшееся государство, и академическая наука выполняет свои задачи. А в той ситуации, в которой оказался чеченский народ, народ, который был обвешан ярлыками, обвинен в предательстве, несмотря на то, что он защищал не свою родину, которая его не любила и которая его убивала, которая выслала. Этот народ нуждался в достоинстве, которое в нем есть, но достоинстве, подтвержденном фактами историческими. И я помню одну из еще тогда не публикованных работ Хасана Бакаева в мои студенческие годы. Я, напомню, начал учиться еще в период, последний период Советского Союза. В 1989 году 2 курса я отучился бытность Советского Союза. И тогда нас, студентов чеченских, ходили вот его выдержки, цитаты. Это была солянка, это был собранный материал из тех высказываний о чеченцах, которые были, ну, не сказать под запретом, но были недоступны для простых людей, для тех, кто не вникает в глубину исторической науки. Выискивать их не было никакой возможности. Так вот он на общую тетрадь, такую массивную тетрадь выписал, собрал вот эти изречения, и он был обвинен тогда еще, будучи еще не имея как бы научной степени, не будучи, скажем, еще в том статусе, в каком он уже сегодня нам известен, тогда еще будучи студентом, и в последующий период, когда он уже вынужден был переехать в Ленинград для того, чтобы продолжить научную деятельность и обучение. Выдержки из этой тетради, они ходили среди нас, среди студентов, и это ему вменялось как национализм, как антисоветчина, как антигосударственная пропаганда, хотя на самом деле он лишь собрал изречения, высказывания тех российских офицеров, путешественников, историков, которые писали о Кавказе, писали именно о чеченцах, высказывания их о чеченцах просто были собраны в единый как бы сборник, и это вменялось ему как антисоветчина. Вот, то есть я хочу отметить, что уже в те годы он начал вот эту работу, может быть неосознанно, может быть не намеренно, но
по велению сердца он начал работу популяризации чеченской истории и поднятию как бы на поверхность из глубин каких-то, а может быть, библиотек и архивов, тех вещей, которые характеризовали чеченцев в историческом прошлом. Это имело сильное воздействие и на деятелей, на чеченских бардов, на деятелей культуры. На основании вот этих материалов слагались стихи, которые ложились в песни, исполняющиеся народными бардами, которые также подвергались опасности преследования советской властью. И все, кто помнит вот период 80-х, конца 70-х, 80-х, они помнят, что именно вот это творчество, которое не могло контролировать правительство, не могла контролировать советская власть, она стала залогом того, что чеченский народ оказался единственным, который после развала Советского Союза, единственной автономией, которая была готова к независимости, ментально, морально была готова к независимости. Да, конечно, этому были исторические предпосылки, но если бы не было той работы, которую провел Хасан Бакаев, поэты, которые слагали стихи на основе его материалов, барды, которые исполняли вот эти песни на основе вот этих уже сложных стихотворений, то, конечно же, чеченский народ не совершил бы, скорее всего, тот шаг исторический, который стал отмечен в истории нашего народа девятилетним периодом фактической независимости и героической борьбой чеченцев, очередным этапом героической борьбы чеченцев за свою независимость. Вот такова, мне кажется, заслуга Хасана Бакаева в тех событиях. Многие ему обвиняют, почему он не был участником тех событий, двух войн. Мне кажется, его вклад в нашу борьбу, он куда более значителен. Это первое. И второе, уже в последний период своей жизни, он, будучи уже больным, то есть он перенес раковое заболевание, и после вот этой процедуры, да, химии, он себя чувствовал, ему сложно было сосредоточиться, вести эфир, но он также провел огромное количество вот этих прямых эфиров, где он обличал где-то ботов, которые сильно влияют на умонастроение. Сегодня мы знаем, что через соцсети формируется сознание молодежи, и вот эти боты, которые специально запущены, которые сегодня работают на то, чтобы рассорить кавказские народы, да вообще народы, чтобы, это понятно, первый девиз любой империи – это «разделяй и властвуй». То есть он противостоял вот этой атаке на чеченский народ и защищал его честь, достоинство доступными методами. Причем это всегда было обосновано, это было с опорой на источники. Хасан Бакаев никогда не был в своих заявлениях голословным. То есть этот человек посвятил себя, свою жизнь борьбе за будущее своего народа. Помимо этого, еще хочу дополнить, я знал его лично, мы с ним дружили давно, и история, любая наука, любое творчество – это когда встречаются люди одного интереса, они взаимообогащают друг друга. Однозначно Хасан, как мой старший брат, старший коллега, внес свою очень важную лепту в формирование меня как историка, в формирование моего мировоззрения и понимания исторической науки. Но также хочу отметить, что это есть высказывание самого Хасана Бакаева, вы можете найти, что и я был рад где-то быть, как бы это выразиться, человеком, который помог ему где-то сконцентрироваться на каких-то определенных темах и создать определенные труды. В частности, одна из его известнейших работ – это по этнониму Нохчи, то есть основоположником этой темы в бытность форума Адамалла у меня было очень много разных публикаций, и на основе вот это его подвело к мысли, что нужно создать один цельный труд, который был создан. Также у него
был целый ряд известных в народе статей, которые не были собраны как бы в единый источник, они были разбросаны. Хасан был такой небрежный к своему творчеству, к своему труду. И благодаря мне, я ему как бы подал идею, что было бы хорошо до написания очередной книги сохранить это его наследие, чтобы оно так, даже где-то без авторства, оно гуляло по народу. Я ему предложил: давай собери свои статьи в один сборник и издай их как одно издание, как одну книгу. И подобный сборник вышел. Этот сборник называется «Тайна Жироканта». Это тоже одна из известных его публикаций. То есть таким образом мы дружили, у нас возникали идеи, мысли, когда мы коммуницировали друг с другом. И так и бывает для творческих людей. Всегда важна вот эта общность и общение. Конечно же, уход Хасана Бакаева в прошлом году это трагично. И для тех всех, кто знал его, кто ждал с нетерпением каждую неделю его очередной эфир, слушал его, сегодня со скорбью вспоминает о нем. И вот сегодня первая годовщина. В принципе, мы сказали, ну, о моем брате я часто писал. Он погиб с 7 по 8 марта, это была ночь. Тогда еще не все отряды, которые спускались с Шатоевских гор, зашли в Садди-Хотор. Это Комсомольское по-русски, но чеченское название, оригинальное название этого села Садди-Хотор. Вот, но это как бы семейная трагедия для у всех чеченских семьях, почти практически во всех чеченских семьях есть свои тяжелые воспоминания. У меня в минувшую войну погибло 2 брата, так, Хасплат это наш средний. Ну, поэтому особо говорить, у людей у всех погибли в семье братья, отцы, дяди. Ну, те, кто знали Хасплата в нашем городе Аргун, они мне часто говорили, вот те, кто были последние дни с ним: Джамбулат, мы твоего брата знали как очень... У нас был младший брат, который также погиб позже. Он был такой задира, да? Он, в принципе, был прирожденным воином, он был спортивным, озорным. Хасплат был очень спокойным, уравновешенным парнем, учился хорошо. Ну, никто не ожидал, просто те ребята, которые были, меня в тот момент с ним не было. Те ребята, те, кто были бойцы, которые были с ним рядом, они сказали, что если бы не началась эта война, и мы не увидели бы его в ситуации войны и в ситуации боя, мы даже не подозревали бы о том, что в нем есть такой боевой задор. То есть они очень его хвалили. И в тот момент, когда они входили в Садди-Хотор, у них было несколько лошадей, на которых они везли раненых из Шатоя. И начался, то есть первый отряд зашли, отряд, которым был брат, это отряд, который когда-то возглавлял я. На тот момент меня уже не было в Чечне, я был на лечении в Турции. И этот отряд остался, хотя мог зайти раньше, и, может быть, пробиться. Многие отряды зашли и еще до окружения этого села пробились на равнину. Затем те бойцы из этих отрядов, которые смогли пробиться ранее, они наносили огромный урон российским оккупационным войскам во время партизанской войны. Так, наш отряд тоже мог быть в числе этих отрядов, но когда стал вопрос о том, чтобы как-то держать подступы, южные подступы к селению Садди-Хотор, чтобы не закрыли российские войска, которые нависали уже над хребтами, чтобы могли зайти те отряды, которые отстали, опаздывают, чтобы они все могли зайти в это село, потому что люди были измождены,
голодные, раненые. И вот наш отряд остался на прикрытии этого ущелья. И начался минометный обстрел. В это время сорвалась одна из лошадей, и брат схватил, то есть идет из полковых минометов, 120-й калибр, идет массированный минометный обстрел. Когда все прилегли, он понимает, что уже у бойцов нет сил на спинах таскать вот этих раненых бойцов. Он побежал за этой лошадью, ухватился, но не мог ее удержать. Вскочил на нее, поскакал, чтобы успокоить ее, чтобы остепенить ее. И вот, будучи верхом на коне, он погиб от минометного обстрела. И мы знаем, что есть хадис пророка, погибшие верхом на лошади, им даруется особая степень в раю среди шахидов. Иншаллах, я надеюсь, что брат будет среди них. И трагическая дата балкарского народа, выселение. Мы много говорили о 23 февраля, о выселении чеченцев. В принципе, эти трагические события, 8 марта для балкарцев, как и для карачайцев, до чеченцев, высланных осенью 1943 года, как и для калмыков, это даты схожие. Для многих других, для крымских татар, для поволжских немцев, все, кто претерпели этот геноцид, сегодня уже я вижу, что с нашей подачи вот эта заявка о том, что является ли акт сталинской депортации актом геноцида, она уже пошла. Она пошла в информационном поле. Мы выступили 3 февраля этого года в Европейском парламенте, где я зачитал доклад и предложил формулировку признания сталинской депортации актом геноцида. Именно так оно и должно быть признано. И для всех этих народов это признание должно быть относительно всех тех народов, которые претерпели данный геноцид. Для чеченцев, для ингушей, карачайцев, балкарцев, калмыков, поволжских немцев, крымских татар и всех, кого я еще не упомянул. То есть должен быть какой-то один единый законодательный акт на уровне международных институтов, который будет признавать его. И, соответственно, я не намереваюсь скрывать это. Это есть повод для самоопределения этих народов. Народ, который претерпел геноцид от определенного государства, вправе более не пребывать в составе данного государства. Когда сегодня говорят о том, что нету сегодня еще в мире понимания или даже желания, чтобы Россия как единое целостное государство развалилась, но апеллирует к тому, что развал само слово плохое. Нет, это не развал, это самоопределение народов, которые имеют на это право, которое определено в международном праве. И когда хорошие русские говорят о том, что мы не хотим развала своей страны, то такая же логика у народов, которые претерпели геноцид от этой власти, от этого государства, претерпевали его на протяжении веков. И вот сталинская депортация является одним из таких наиболее ярких, недавних для чеченцев. Есть после этого и геноцид 2 минувших российско-чеченских войн. Эти народы вправе себя гарантировать от очередной прихоти российского государства еще раз уничтожить, ассимилировать, стереть с лица земли эти народы. Поэтому пожелаем балкарскому народу процветания, счастья, как и всем другим народам, которые были депортированы, достичь своей независимости, стать достойной, самостоятельной, независимой нацией.